Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада вас приветствовать и приглашаю вас на очередной урок информатики. Перед тем, как начать наш урок, давайте выполним несколько упражнений. Вопросы представлены в виде блок-схем известных вам алгоритмов. Как называется электронное устройство, обрабатывающее данные и выполняющее вычисления? Варианты ответов – компьютер или калькулятор. Подумайте, как вы бы ответили на этот вопрос? Правильный ответ, конечно, компьютер. Вопрос номер 2. Исследователь законов и форм мышления, методов рассуждений и доказательств. Это наука. Какая? Правильный ответ – логика. Вопрос номер 3. Последовательность действий для решения какой-либо проблемы. Правильный ответ – алгоритм. Тема нашего сегодняшнего урока – программы и языки программирования. Сегодня на уроке вы узнаете о языках программирования, о том, чем они различаются друг от друга, и об основах программирования. Давайте сначала поговорим о последовательности выполнения алгоритмов, чтобы лучше понять сегодняшний урок. Обратите внимание на задание на экране. При решении математического примера ученики дали разные последовательности действий. На ваш взгляд, правильно ли ученики выстроили последовательность действий? Ученик, который работал слева, ошибся. Он не знает правильный порядок выполнения действий. Правильным будет результат работы второго ученика, который работал справа. Правильно. Если вы ответили так же, вы молодцы. В жизни приходится иметь дело с разными проблемами. В то же время решение простейшей задачи обычно выполняется в несколько этапов. Решение различных жизненных проблем обычно осуществляется в несколько этапов. Как вы думаете, какой ответ правильный? Несколько шагов. Выберем правильный, на ваш взгляд, ответ. Конечно, решение различных жизненных проблем обычно осуществляется в несколько этапов, в несколько шагов. Молодцы. Рассмотрим алгоритм покупки билета в кино. Какое из следующих действий является избыточным, то есть лишним? Узнайте, есть ли билет на интересующий вас сеанс. Подойдите к кассе, спросите у кассира название кинотеатра. При наличии билетов назовите фильм и количество билетов. Отдайте кассиру необходимые деньги, получите билеты и выйдите из кассы. Как вы думаете, какое действие здесь лишнее? Давайте попробуем ответить. Конечно, зачем спрашивать у кассира название кинотеатра? Молодцы. Для подготовки отчета по биологии были предприняты следующие шаги. Нужно было включить компьютер, открыть текстовый редактор, ввести желаемый текст, закрыть текстовый редактор, выключить компьютер. Приводит ли данная последовательность действий Эркина к желаемому результату? Как вы думаете? Давайте ответим. Конечно, нет. Эркин напрочь забыл о самом главном – сохранить документ. Итак, отчет не готов.
Последовательность данных шагов не приведет к желаемому результату. Если вы ответили так же, вы молодцы. Алгоритм – это последовательность действий, направленных на решение задачи. Закончите предложение. Алгоритм – это нумерованный список, любая последовательность заказов, команда, которую может выполнить человек или компьютер, последовательность действий, предпринятых для решения этой проблемы. Как вы ответите на этот вопрос? Давайте выберем ответ. Мы молодцы. Что из следующего представляет собой алгоритм? Инструкция по использованию DVD-плеера, список учеников класса, кулинарный рецепт, перечень обязанностей классного дежурного, схема движения поездов в метро, телефонная книга. Вы нашли ответ? Давайте попробуем ответить. Конечно, вы молодцы. Алгоритмами будут являться инструкции по использованию DVD-плеера и кулинарный рецепт. Исполнители. Человек, группа людей, животное или техническое устройство, выполняющее данную команду, называются исполнителями. Команда – это указание исполнителю выполнить ее. Давайте ответим на вопрос. Как работает кнопка включения-выключения на корпусе системного блока? Она работает как техническое устройство. Это один из самых простых технических исполнителей. Молодцы! Вы уже знаете, что компьютер подходит для решения разных целей. А как называется объект, который подходит для многих целей? Конечно, универсальный. Объект, который подходит для решения многих задач, многих целей, выполняет различные функции, называется универсальным. Молодцы! Разработка алгоритма – это сложная задача, требующая от человека глубоких знаний и много времени. Решение задачи по готовому алгоритму требует от исполнителя только точного выполнения этих инструкций. Исполнитель должен действовать формально. Таким образом, человек может автоматизировать свою работу, делегируя ее автоматическому устройству. Программа – это алгоритм, написанный на языке, который может читать компьютер. Программа, написанная программистом, представляет собой список команд, которые выполняет компьютер. Предположим, вам нужно написать свою первую программу. Какую классификацию языков программирования вы бы выбрали? Русский, английский, немецкий или японский языки? Математический язык, язык физики, химии или географии? Слева представлены естественные языки, справа – формальные. Таким образом, языки подразделяются на две большие группы – естественные и формальные. Язык программирования – это система формальных знаков, понятных компьютеру. Компьютеры – это уникальные устройства, и многие называют их умными машинами. Но это не значит, что компьютеры могут думать и принимать решения. На самом деле, машины будут способны выполнять только те инструкции, которые вы им дадите в виде программы. Вам может быть интересно, кто устанавливает программное обеспечение на ваш компьютер?
Мы, люди, устанавливаем их. Для того, чтобы компьютер выполнял необходимые действия, вы должны ввести в него очень четкие и понятные инструкции, называемые программой. Каждая инструкция должна входить в систему команд исполнителя компьютера. Если конструкция будет написана неправильно, компьютер не сможет ее выполнить и выдаст ошибку. Программа – это последовательность инструкций, выполняемых компьютером. Программы создаются на основе алгоритмов и написаны на языках программирования. Следовательно, алгоритм следует рассматривать как метод или схему для реализации идеи, а программу – как конкретное средство для ее реализации. Разница между алгоритмом и программой заключается в следующем. Что такое алгоритм? Это инструкция. Он может быть представлен в любом виде, включает в себя только действия и является базовым понятием математики. Что такое программа? Это запись последовательности инструкций. Она представлена на языке программирования и включает описание данных и действий над ними, а может выполняться на компьютере и других устройствах. Каждый из вас может научиться создавать свои собственные программы. Для этого вам нужно освоить какой-нибудь язык программирования. Первые программы были написаны на сложном математическом языке. Программисты записывали данные команды в цифровой форме, например, в шестнадцатеричных или двоичных системах счисления. Ситуация усугублялась еще и тем, что каждая машина понимала только свой собственный язык. Сегодня существует очень много языков программирования, которые отличаются друг от друга и похожи друг на друга. Каждый из этих языков программирования может быть использован для выполнения различных задач. Первым программистом была английская математик Ада Лавлей, которая была первой женщиной, которая определила, как работает логарифмическая вычислительная машина Бэббиджа. Чарльз Бэббидж сформулировал концепцию программируемого компьютера. Он изобрел первый механический компьютер, который постепенно превратился в сложную электронную форму, и все основные идеи в современных компьютерах уже существовали в аналитической вычислительной машине Бэббиджа. В 1842 году Чарльз Бэббидж был приглашен в Туринский университет для проведения семинара по его аналитическому движку. Друг Бэббиджа, изобретатель Чарльз Уитстон, попросил графиню Лавлейс перевести лекцию Бэббиджа на английский язык и дать объяснение. В одном из своих комментариев Ада описывает алгоритм вычисления чисел Берноулли на аналитической машине. Считается, что это была первая программа, установленная специально на компьютере. И по этой причине машина Ады Лавлейс Бэббидж считается первым программистом, несмотря на то, что она никогда не создавалась при жизни Ады. Самый первый программируемый компьютер под названием Z3 был создан немецким инженером Конрадом Цузи и представлен научному сообществу 12 мая 1941 года. А это пример языка программирования, разработанных в инженерных целях Конрадом Цузи в период с 1942 по 1945 год. Это был первый язык программирования, разработанный для компьютера. Первоначально программы были написаны с помощью машинного кода, который был представлен в виде числовых инструкций, понятных процессору. Понять программу на таком языке было очень сложно. К тому же даже небольшая программа содержала большое количество строк кода.
В 1950-х годах появился язык программирования для компьютера ассемблер – низкоуровневый машинно-ориентированный язык программирования. Можно сказать, что это система символов, используемая для представления программ, написанных в машинном коде, в удобочитаемой форме. Язык Fortran был изобретен Джоном Бакусом для компьютеров IBM в 1954 году. Fortran был первым языком программирования более высокого уровня. Языки программирования высокого уровня стали настоящим прорывом в программировании. С появлением языков программирования высокого уровня программы перестали зависеть от аппаратного обеспечения компьютера. Языки программирования стали такими же, как естественные языки. Таким образом, программные коды были значительно сокращены, а запоминание языка программирования стало намного проще. Рассмотрим, как изменились компьютерные программы. Во-первых, давайте определимся, на какие компоненты можно разбить любую компьютерную программу. Часть первая – это данные. Они могут быть сохранены на компьютере или установлены пользователем программы. Часть 2 – модель обработки данных. Третья часть – это пользовательский интерфейс. Правильно говорить об обмене информацией между пользователем и компьютерной программой. Давайте узнаем, как изменились эти компоненты. Постепенно сложность программ стала увеличиваться. В результате их стало трудно понять даже самим программистам. Таким образом, к концу 60-х годов была разработана парадигма структурированного программирования. Одним из его создателей был нидерландский программист Эцгерд Dijkstra. Как один из создателей концепции структурированного программирования, он выступал за отмену команды GoTo в 1968 году. Что это значит? Программа – это набор инструкций для управления компьютером. Эти программы обычно выполняются последовательным способом. Но, используя оператор GoTo, программист может возобновить выполнение программы из любой части, а не обязательно из последующей. Такие программы было очень трудно читать. Когда оператор GoTo был отклонен, команды в компьютерных программах стали выполняться последовательно, а последовательность программ можно было изобразить в виде блок-схемы. Использование процедур и функций сделало структурированное программирование еще проще. Теперь, если вам нужно выполнить одни и те же вычисления в программе несколько раз или выполнить одинаковую обработку разных данных, вам больше не нужно писать одну и ту же команду несколько раз. С момента создания первых программируемых машин человечество изобрело более 8000 языков программирования, включая эзотерические, визуальные и игрушечные языки. Их число увеличивается с каждым годом. Некоторые языки программирования могут использоваться лишь несколькими программистами, их разработчиками, а некоторые другие языки программирования известны миллионам людей. В настоящее время профессиональные программисты могут владеть десятками различных языков программирования. Сегодня на уроке вы узнали о языках программирования, о том, какие они бывают, и об основах современного программирования. Домашнее задание. Первое. Сравните свойства алгоритма и программы. Что между ними общего и чем они отличаются? Приведите собственные примеры. Второе. Составьте алгоритм действий для робота, который высаживает цветы на грядке. Третье. Назовите домашние бытовые приборы, работой которых управляют программы. Четвертое задание. Приведите примеры различных форм записи алгоритмов. На последующих уроках мы с вами будем знакомиться с языком программирования Scratch.
Попросите родителей настроить эту среду для вашего следующего урока или попробуйте сделать это самостоятельно. До свидания, ребята. Наш урок окончен. До новых встреч.